Ну, мы готовы? Давайте начнем. Да, пожалуйста. Давайте начнем с цифр. Сколько вот населения Таджикистана, сколько живет в России, и о том, что вы говорили, что 60% да, работоспособных как раз в этой стране находятся. Ну, по последним вот данным, у нас порядка 8 миллионов населения Таджикистана. А в России сколько находится? В России порядка 2 миллионов. Кто едет в Россию? Люди в поисках работы приезжают в Россию. И у многих есть там от 3 и выше детей. Есть в семьях больные там родители. И они приезжают зарабатывать, и практически не все возвращаются назад. Но мы же видим, что и зимой, и летом, что есть трудоиммигранты. Но поэтому последние вот 5 лет, особенно в частности в Москве, граждане по просьбе там брат старшего или младшего брата идет замена младшего на старшего, чтобы не потерять рабочие места. Еще раз повторяю, рабочие места, они находятся не в российском нашем сфере жизни, а находятся у зарубежных инвесторов. Ну, поясните сейчас. Да. Ну, это люди, которые приехали в Россию, купили себе большие, значит, земли, там создали рынки, продовольственные базы, также строят дома. Это зарубежные, они их просят, и они приезжают. И не за такие большие деньги, но за мизерные денежные содержания. Они выполняют объем работы, чтобы прокормить свои члены семьи. Поэтому стараться, чтобы это место, которое определилось уже 10 лет назад или 5 лет назад, последующие передавали им, братьям, потом, может быть, племянникам. Но это все зависит, как дальше будут существовать в России инвесторы. Если инвестиционные инвесторы будут почувствовать, что мигрантов не будет, и завтра также разворачивается и поедет по тем странам, которые им более выгодны. Инвесторы также выиграют за дешевую трудовую силу, которая прибывает в Россию, за мизерные заработные платы не выигрывают. И они считают, что здесь можно и зарабатывать большой капитал. То есть, получается, не будет мигрантов из Таджикистана, не будет новостроек? Обратите внимание, 100 миллиардов долларов завтра Китай откуда может делать для товарооборота между Россией и Китаем? Вы себе задавали вопрос, что товарооборот составляет 100 миллиардов. Это 100 миллиардов долларов, сегодняшний Китай, это их портрет. Его покупают российские граждане, это же химию покупаем мы на себя, одеваем своих детей, мы практически и начинаем заразить. Вот работа господин Онищенко. Вот это куда обращать внимание. А хлопок, самый хороший в Таджикистане, остается. Тогда вес вооруженных сил Советского Союза, благодаря этой хлопку мы выжили бушлаты, шапки-ушанки, все остальные, благодаря таджикских хлопок. И больных не были солдаты. У нас каждый второй ребенок сейчас рождается больной, потому что в тот же день мы покупаем что? Прекрасные коляски, дешевые из Китая. Прекрасные носки по 5 паров, копейки, радуемся, у нас такие красивые. Одеваем ребенку невиновного. Сколько трудоспособного населения приезжает? 60% сегодняшней трудоспособности населения Таджикистана, это в возрасте от 17 считаем выше. У нас дети с 15 работают, до 45 есть 50. Они находятся на территории нашего любимого государства России и выполняют различные объемы работы. Ну, а это не как-то на экономике, что Таджикистан тоже сказывается. Ну, грубо говоря, все рабочие уехали. Нет, я сразу скажу, что Таджикистан та страна, которая всегда является донором. Как Россия является сегодня донором для Запада, донор в качестве газ, нефть. А для России Таджикистан является донором поставки своих сограждан. Это все было согласовано когда-то. Единственный пункт там, если за газ, который очень плохо поступает в Запад, и небезопасные трубы созданы, за это будут платить штраф, большие штрафы в России. А вот за ущемление прав граждан Таджикистана Россия не будет нести ответственность. Потому что я разговаривал с представителями Таджикистана, они сказали, что мы также не будем требовать, когда будет ущемлено право наших граждан в России, тоже не выплат заработной платы, не предоставление рабочие места, замерз там при морозе, допустим, 40 градусов, упал там с высоты, мы не будем требовать у работодателя. Такие согласованности есть. Даже когда есть большое количество граждан в спецприемниках, Таджикистан не имеет права требовать. Почему? Там они незаконно сидят, хотя многие из них законно, легально находятся, но не понравился сотруднику ФМС. Допустим, вчера вот автозаводской у нас там суд проходил. Все у человека есть. Но судья решил
а где у вас медицинская страховка? Почему? Откуда, чем? Таджикам медицинская страховка. Он только приехал в Россию, чтобы зарегистрировался, дальше он получает потери. Он не получает разрешение работать, там пункт вообще отсутствует. Он был оштрафован на 2500 рублей. Надо готовить будущих мигрантов. С тех стран, в которые они приезжают. То есть в Таджикистане готовят мигрантов? Надо готовить конкретное количество граждан. Со всеми параметрами называют. Вот. Я всегда прилагал, я думаю, что это все равно-то будет. Я прилагаю, что те люди, которые желают, и те родственники, которые находятся уже в России, допустим, если у меня племянник там, я вижу, сестра там учится, да, я должен говорить сестру, что не надо своего ребенка отправить в высшее учебное заведение в Таджикистане. Все равно с этим дипломом никто на работу брать не будет в Таджикистане. Потому что там есть мизерное количество штатов, а у нас готовят 10,5 тысяч, даже 100 тысяч готовят иногда. И вот с высшим образованием, а в Таджикистане нуждается всего 5 тысяч. С высшим образованием стать чиновником, там получиновником. Я говорю, сестра, не надо, дорогая. Давайте вашего сына подготовим к другому вопросу. Россия готова сегодня, вашего сына принят. Но с 9 класса ваш сын должен конкретно заниматься программой, которая сегодня еще есть в России. А эта программа надо вести в школу в Таджикистане. Русская программа. А с 11 класса ваш сын должен выбрать специальность. Кем он хочет в России стать. Там не хватает механизаторов, там не хватает хороших столеров. И в этот момент уже готово у нас. Все идут в конце 11 класса, получают дипломов. Армия Таджикистана говорит, извините, у вас дипломы есть, школу закончили, Россия вас требует, вы же едете в Россию работать. Это есть служба в вооруженных силах. Автоматически человек выбрал специальности, владеет русский язык. Это уже престиж нации Таджикистана. Приезжает в Россию, он доказывает, что я человек таджик, но я владею русский язык, я налоги юридически владею, я требую своей заработной платы. Хотите, оставайтесь мне здесь, не хотите, я уезжаю назад. Я готов платить налоги. Будь добры, только мне платите правильно заработную плату, своевременно. И все, закончилось. Никаких скинхедов, никаких русских мафий, никаких таджикских наркоманов, которые сбитом занимаются, и никаких голословных слова мира, что мы каждый день вас сократим до минимума, а потом опять появляются с-под землей и приходят другие люди. Хотя он знает, когда он говорит, под этой же землей, где он внизу метро, работает там порядка 100 тысяч. 100 тысяч мигрантов Таджикистана, Киргизии, Узбекистана работают в метрополитене. А наверху господин Собянин выступает, мы вас сократим, они под землей находятся. Кого он сократил, непонятно. Как без них можно жить? Памятник надо поставить. Памятник. Сейчас вот приезжают ребята, да, ничего не знают, куда-то устраиваются на работу и не всегда им платят зарплату. Бывает? Каждый 10-й человек, гражданин Таджикистана, не получает заработной платы. В России? Да, каждый 10-й. Мы отправляем в Таджикистан порядка 3,5 миллиардов долларов со 100 рублей. Это 20%. Представляете, 20% это 3,5 миллиарда. Помимо всего этого, каждый 10-й не получает заработной платы. Это в год минимально от 20 тысяч до 30 тысяч, да? Он зарабатывает 20 часов в сутки, там 15 часов в сутки, да? Без что это, вот 80% он тратит здесь на квартиру, там, на разрешение на работу, на все остальные, на выход, уходить, там, кушать. Остается в России, это порядка от 15 до 18 миллиардов. Если еще учесть те, которые вообще не получают, мы оставляем 27 миллиардов долларов для российских граждан. При товарообороте в России Китай на 1,5 миллиарда, у них 100 миллиардов долларов. А у нас всего миллион таджиков оставляет для России 30 миллиардов. А в собственное государство отправляет 3,5 миллиарда. При этом у них хромает здоровье и сильно хромает. При этом они знают, что не будет пенсионных пособий. При этом они знают, что в любое время может оказаться в тюрьме в любом точке России государства, подброска наркотиков. При этом они знают, что работодатель давно на них уже готовил документы через УФМС. Даже он сам не знает, он депортирован, потому что он требовал с них паспорта же, на работу устраивал, чтобы деньги не получить. Все знает, что он будет жертвом завтра. При этом молчит вся система. Коммунисты, в первую очередь. Единая партия России молчит. Мэры молчат. Самое главное, страшное, когда унижается. Мигрант – это все практически вероисповедания ислам. Молчит Равил Гайнути. Почему он молчит? Он знает прекрасно, что не будет сегодня таджиков, он сам не нужен российскому государству, как одной из, называем, конфессий наш ислам.
Что он туда придет, центральные мечети, там будут 12 татар сидеть, что ли? Одни таджики. Продолжители тоже пророка Мухаммеда. Это и есть сунниты. Это люди, которые сегодня, за них гордятся весь мир же. Это таджики. И никто, как они, не читает Коран. Благодаря Коран появился Институт Советского Союза, где мы друг друга могли определить, благодаря Ленину. Все пункты написано, что человек в первую очередь, честь его достоинства. Откуда исходил? Все из Корана, читайте. Так, хорошо. Давайте вернемся к невыплатам. Вот, говорит, каждый 10-й не получает деньги. Но вы как-то помогаете все-таки получить? Абсолютно, да. Как? Когда граждане, вот сотни папки здесь. Сотни папки, сейчас она зайдет, может, нас покажет. Если 20 миллионов, если 15 миллионов. Есть замминистра обороны, который до сих пор еще существует после Сердюкова. Он задолжал 27 миллионов. Построил 3 особняка. Он не даст таджикам больше деньги. 58 таджиков работали 3 года. И он им не заплатил? И не заплатил. Но... А есть другие места, и заплатить, есть, соответственно, да. Ну, когда мы идем, ну, и прокуратура говорит, состав преступления отсутствует, ваши люди не имели договора. Тогда столько было обворовано бетоне, цементе в дома, вы еще не видел прокуратура, откуда привез замминистра? Мы же говорим, вот факт, вот факт, вот факт. На основании факта можно определить количество ОПГ. И другие факты можно. Мы говорим, да, не было. Нам деньги не нужны, господин прокурор. Вы возвращаете деньги в российскую казну. Почему человек использовал 58 грамм в Таджикистан и ни копейки не платил в казну? По закону ФМС положено по 800 тысяч. Отдайте российским детям. За каждого? Да, отдайте российским детям. Мы готовы. И наши граждане отказываются получить деньги. Только единственное, он был наказан. Прокуратура не наказывает. И потом нам говорят, а вы почему не обратились в Государственную Думу? Так что граждане России еще ни разу, есть такие, которые я знаю, неоднократно по Государственной Думе депутаты, что там меры были приняты, что ли? И что там делать трудовые мигранты или меня, как председателя общественного движения, пойти в Госдуму со слезами и со слезами, извините, мне помогите, что у меня достаточно силы и средств есть для решения таких вопросов. Я решаю. В этом году я возвращал более 70 миллионов. Долгов по зарплатам? Да. И дают, и хорошо дают. В частности, помогают нас в этом средства массовой информации наши. Помогают, принимают участие в различных каналах. Ну, а вы говорите, удалось вернуть 70 миллионов. А как это? То есть вы выходите на встречу с этими предпринимателями, которые не хотят... Многие из них прячутся, постепенно переговоры дает знак, да. 100 человек, все остальные 5-7. Вы не будете, говорю, больше работать. Мы будем подключать СМИ, мы будем подключать все. Основном приводят там различных людей из Северного Кавказа, Дагестана, чеченцев приводят они к нам, вот, они их охраняют. Бывших сотрудников полиции приводят, бывшие ФСБчика пришли даже. Один югославец там привел 3 ФСБшников. Да. Мы выйдем, бывшие ФСБчики, мы сюда, это наша крыша, это здесь нас кормят руководители. Ну пускай кормят, а деньги надо возвращать. Возвращать, и ФСБчик возвращать деньги. Вернули, да? Конечно, будут веры, куда денется? Не знаю. Вернули, и люди живы, здоровы, все. Ну, а вообще преступлений много в отношении мигрантов и самими мигрантами? Нет, практически местное население преступлений не совершает. Местное вы имеете в виду? Российский народ по отношению к мигрантам не совершает. Преступления совершают практически те люди, которые себя считают приближенными к правоохранительным органам или к высокопоставленным чиновникам. Мы говорим масштабно. Да. Это практически, одним словом, это есть коррупция, которая, можно говорить, пострадает человек благодаря коррупции. Местное население очень хорошо относится к мигрантам. Иммигранты тоже к ним хорошо относятся. Ну, семейных без родов не бывает. Есть больные дети, есть это очень хорошо. Но делают мигранты очень большое. Я недавно разговаривал с одним американцем, он говорит, я здесь был 20 лет назад. Ничего не было, под Москвой. Ее показали по Москве самолет, он говорит, я вижу там на поверхности земли, там самолет, там, очень много особняков построено на даче. Да? Но это не все, может быть, олигархам, правильно? А я ему говорю, а вы знаете, кто построил это все дело? Это мигранты. А там знаете, кто живет? Тоже мигранты. У нас русский человек, который здесь, он намного больше унижен, чем таджик. Он говорит, как? Я говорю, русскому человеку надо платить за газ 250 тысяч, чтобы он подключился. А вот благодаря Сталину перед войной, он всем отдавал бесплатно те же брусы, те же древесина. Они себе дома построили, вот 70 лет они там гниют внутри же, там влажность. И за воду с него требуют русского человека. За землю, которая там не 5-6 тысяч рублей,
За каждые 150-200 тысяч у русского, у россиян сами. А как можно относиться человек простой к сегодняшней власти? Так же можно говорить, как ты мне говоришь, ЖКХ плохо, люди это видят же. Жалко русскому человеку. А мы строим почему-то. И показываем, что американцы почувствовали, что Россия строится. Не были иммигрантами, это особняков не было. Ну, все-таки к преступности вернемся. Вы говорите, в семье не без урода, да. Ну, а бывает, что... Почему мигранты идут на преступления? Ужасы войны, там, Ленинградской блокады. Но самое страшное, когда сбросили на Хиросиму и Нагасаки две такие хорошие ядерные оружия, которые атомные, так называемые, люди погибли. Это самое страшное для нас. После этого я ничего страшного не видел, что мигрант совершил. Ничего страшного на территории России не было совершено, хотя то, что там Ленинградский блок, Сталинградский, это Хиросима, там Япония, правильно же? Ну, в мировом может. Вы обратили внимание, что совершили за последние 5 лет наши славянские русскоязычные? Это кошмар. У вас пальцем не хватит. Я могу тебе называть. Что за такой сапог? Вы знаете. Это Куршуны, как называем Краснодар. Русский человек, убито 9 человек, из них 3 детей. Посмотрите, родственник, близкий родственник, начальник управления, главпура называемый, это главное управление МВД России, который был снят, да, когда, майор Исунков. 7 человек, 4, которые расстрелял мигрантов среди бела дня в магазине. Возьмите стрелок, бегающий по всему Белграду. Расстрелял среди бел детей даже. Такого мигранта совершал гражданство. Преступления совершают все, бесспорно. Нет. И русские, и таджики, там, и немцы, и татары. Страшного не совершал мигрант. Мигрант обвиняет. А что толкает мигранта на преступление? Почему люди... Во-первых, такого то, что они совершают, я говорю, по наркотикам я вообще не буду коснуться, потому что наркотики это люди, которые сидят в тюрьме, из таджиков, узбеков, киргизов. Это люди посланы и согласованы между Россией, Таджикистаном и Узбекистаном, Киргизией. Это люди сидят, приезжают, различные возрасты, 17, 25, 30 лет. Они привозят наркотики через поездами. Это все согласовано в высших эшелонах. Это люди не трудоиммигранты. Они будут трудоиммигранты, потому что открыта у нас граница, пространство. Это надо закрыть. Закрыть, пускай поезд будет российский, пускай будет плата больше, будет чистота, пускай проверяют собаки, что хотят, что люди приехали, люди почувствуют. Но вранье же, господин прокурор Москвы говорит, чтобы 52% совершают трудоиммигранты. Всего 0,2% по обществу. 100 человек, всего 2 человека совершили по России трудоиммигранты. Какие преступления совершили? Я вам скажу, зашел в магазин Ашан, забрал трусы, неправильно прятал, потому что у него трусы порваны. Я видел, таких уголов не делал. Человеку не дают деньги, ничего. У него все порвано же. Работодатель не дает, он обещает. Зашел, куда ему идти? Или штаны. Прятал там подмышки и вышел. 6 месяцев. Или год сажали. Дальше изнасиловали. Как мог таджик изнасиловать русскую девушку среди белого дня, присутствует 12 пассажиров, которые на остановке стоят, стариков, и она говорит, да, мне изнасиловали. Его сажают на 7 лет в районе. Дальше я беру, да, есть такие вещи, которые явно, это психически больные, есть такие приезжающие мигранты, они совершают. Кража, сумка порвана. Это кража, некрасиво. Во многом это я видел, когда делал 60%, ни один из общего количества заключенных, который суд уже принял решение, я молчу про это СИЗО уже, они не совершили. Они не знают, куда идти. Им заставляют, бьют, будь и брат. Вот а наркотики это ваш. Все. Ну, вы имеете в виду, полицейские убивают. Ну, конечно. Ну как? Но люди идут для чего? Зарабатывать деньги же. Они идут в жертву. Вы же видели последние события, когда врют вот целые тысячи людей и показывают мировому сообществу, что мы, победители Великой Отечественной войны, научились у тех же фрицев, как по городу тогда ходили узники. Маленькие были дети. В Смоленске я долго находился в 144-й дивизии шел. Там очень много были узников. Дети были 15-16 лет. Ну, они уже пожилые, там женщины были. Это все творилось у нас тогда же. И они научились сейчас. Это все будут провести испытания, потому что это те, которые в масках, это есть дети внук, которые помогали тогда. Сейчас разговоры идут о том, чтобы въезд в Россию, в том числе и приезжих из Таджикистана, проходил по загранпаспортам. Как вы считаете, нужна такая мера или нет? Абсолютно. Загранпаспорт дает возможность человеку точно уже определиться, что стоит печать,
и ты не имеешь права поставить фальшивую печать. Это надо, опять еще надо к тому, что это люди уже сознательно это делают или несознательно делают. Но это не решит наши сегодняшние вопросы. Только введение вызова режим на дружеских отношениях по отношению к трудовым мигрантам. Почему трудовые мигранты? Потому что они жертвой сегодняшней системы являются. Не студент, не ученый человек. Пускай приезжает без вызова студент. Но трудового мигранта мы должны защищать. Он должен конкретно попасть по вызову в чьи руки и под чьи контроль, что завтра этот бедняк не оказался в тюрьме невиновный. Что ее родная мама не искала здесь. Пускай возвращается трудовой мигрант назад, потому что там красивые девушки в Таджикистане. Они потом, может, выходить замуж, а он так вообще больше не возвращаться не собирается. Это я просил личное видение вызова режима в таком форме. Но при этом будет все временно, еще раз говорю. С учетом, что времени вызова надо вести. С учетом того, чтобы сегодня, если мы любим Россию, если мы действительно патриоты, независимо от национальности, любим российский государство, русский народ, это время, потому что завтрашний Таджикистан, Узбекистан, Киргизия не оказался в чьи-то подчинении наших враждебных тогда же империалистов, да, как Англия, тоже Германия, тоже Америка, тоже Франция. Нет. Вся то, что есть в России, если Россия считает, и то, что есть в Таджикистане, это есть наш общий дом. Но надо делать более цивилизованно, грамотно. Пускай Россия гордится, что в Таджикистане столько умных, грамотных людей, красиво развивается наука и на русском, и на таджикском. Вот это будет прекрасно наша перспектива на будущее. Но для этого надо временно ввести вызов режим, чтобы люди возвратились назад. Мы точно уже определились, куда мы едем и с кем едем. Ну и провести вот это обучение. Да, потому что временный вызов, еще раз повторяю, к тому, что мы даем возможность сегодняшним нашим политикам, руководителям государства задуматься. Своими неправильными действиями вы не решаете судьбу людей. Люди еще думают, люди хорошие еще остались. Они остались прежде своих мнений же. И не должно быть, никак как в Грузии, никаких памятников не должно быть уничтожено. Это памятники исторические. Там тоже были люди, которые победители Великой Отечественной войны. Там. Это должны остаться. Под чьей командой? Под командой русского человека, русского полководца. Должны дети в Таджикистане знать. Нас обманывали 70 лет же. Ленин на Памире, у нас там есть гора, Памир называется гора. Там он ни разу не был. Но дети верили, потому что так писали поэты, так же писатели. А у нас реально что? Таджики воевали на стороне России. Воевали на освобождение не Таджикистана, на стороне России.